Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. И сегодня, как я вам и вчера обещала, будет обзор самых интересных, любопытных, милых новостей из социальных сетей. Давайте же начнем. Арктический центр строганины откроют в Якутии. Первый в мире центр строганины откроют в столице республики во время фестиваля «Вкус Якутии». Арктический центр строганины будет местом, где готовят национальные блюда из рыбы и мяса при низких температурах в вечной мерзлоте зимой и летом. Центр располагается внутри масштабной фигуры быка холода, символа якутских морозов. Все блюда будут готовиться на льду. Базой для арктического центра строганины станет усадьба Атласовых, этнический ресторан на традиционных блюдах народов Якутии. Ознакомиться с новой точкой притяжения туристов можно на открытии республиканского гастрофестиваля «Вкус Якутии» 29 ноября. Фестиваль проводится в 9-й раз. Стоит отметить, что «Вкус Якутии» входит в национальный календарь событий России. Чтобы вы представляли, какие примерно методы приготовления будут использовать, а также какие традиционные блюда будут подавать, вашему вниманию печень от шеф-повара Николая Атласова. Вот. Это лед же. Сейчас вот новая плита какая-то. Китайское мороженое, да? То есть получается, мы можем готовить при минусовых градусах. Это во всем мире мы одни такие. Следующий метод приготовления печени жеребятины знают и используют почти в каждой семье. Названия у этого деликатеса нет, каждый сам придумывает, в какой форме его заморозить. В моей семье, к примеру, из получившегося фарша делают форму плитки шоколада. Отламываешь кусочек, и даже нож не нужен. Кстати, такое блюдо можно делать не только из печени, но и из мяса конины. Семья рыбаков уютно устроилась в зимней палатке. Удочки кивают, камера работает. Девочка играет на хомусе, приманивая рыбу волшебным звучанием. А счастливый отец снимает все это на видео. Дальше. А рыбаки из Усялданского улуса обнаружили на реке горящую прорубь.
Как только лед получает нужную толщину, в Якутии начинается заготовка льда. И продолжается она на протяжении всей зимы. Давайте понаблюдаем за этим трудоемким процессом. Якутяне отмечают, что после питья и умывания такой водой не нужны никакие крема и кондиционеры. Волосы шелковистые, кожа мягкая. Кстати, соглашусь, проверено на себе. Интересный факт о якутском языке. Как одно слово может соответствовать целому предложению в русском языке. По своему строю якутский язык относится к агглюкативным языкам. Все аффиксы приклеиваются друг к другу справа. Посмотрите очень показательный пример. Якутский язык является официальным языком. Одно якутское слово можно перевести как одно целое предложение. Например, мас, мастас, мастаспыт, мастаспыттар. Это значит, они с кем-то вместе порубили дрова. Матч мечты. Якутский дизайнер изобразил Хабиба и Тони играющим в шахматы. Графический дизайнер-феоктист Алексеев изобразил Хабиба и Тони Фергюсона играющим в шахматы, использовав смонтированные фото Роналду и Месси. Так иронически он воплотил мечту миллионов, желающих увидеть бой знаменитостей. Поединки бойцов каждый раз срывались по различным причинам, а затем Нурмагомедов завершил карьеру. Феоктист часто рисует этих бойцов. Его постеры выкладывал Хабиб. Кстати, Тони подписан на Фео и даже лайкает его посты. Посмотрите, как атмосферно снят мини-видеоролик с улиц Якутска. Пример того, как национальные мотивы могут украсить даже старые дома. Теперь якутяне смогут посетить интерактивный музей государственных и официальных языков республики. Презентацию провел в Национальной библиотеке в рамках второго съезда учителей якутского языка. Виртуальный гуманитарный музей – это большой проект. На сегодняшний день собрано более 400 мультимедиа-материалов, в том числе 70 видеороликов, 50 аудиозаписей, а также множество фотографий и статей. Также есть нормативные правовые акты о языках и свежие новости. В этом портале собрана информация о государственных и официальных языках Республики Саха-Якутия. В частности, пользователь сайта может ознакомиться с нормативно-правовыми актами, которые касаются развития и сохранения языков, а также на сайте представлены актуальное состояние, информация об актуальном состоянии языков, а также учебные материалы, по которым можно изучить языки народов Республики Саха-Якутия. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите News on Air по будням в 11 и 17 часов.